В рамках программы «Архитектурные тайны Сухума» мы хотим поговорить об урбанизации нашего города. Урбанизм – это направление в градостроительстве XX века, утверждающее необходимость создания и развития больших городов. Однако в этом явлении есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы в том, что с увеличением урбанизации больше людей получают доступ к высококачественным медицинским услугам, удобному общественному транспорту и развлечениям. Минусы заключаются в ухудшении экологических проблем, ухудшении качества воздуха в городах, увеличении количества транспорта, которое приводит к перегруженности дорог и увеличению числа аварий. Урбанисты выступают за улучшение городской среды, участвуют в общественных слушаниях по поводу проектов застройки и тем самым должны влиять на решение местных властей о городском развитии. Свою оценку общественным пространствам и площадям города Сухума дает урбанист Инна Барчан. Инна, мы с вами находимся на Сухумской набережной. Это очень знаковое место для жителей города. Они приходят сюда расслабляться, отдыхать. Одно только лицезрение воды успокаивает. Поэтому так важна эстетика этого места. Ведь набережная – это общественное пространство. Скажите, что это такое вот нашим телезрителям и мне объясните, что такое общественное пространство и какие цели и задачи оно ставит? Ну, по сути, общественное пространство, если говорить простыми словами, это ответ на вопрос, кому принадлежит город. Вот по словам известных урбанистов, считается, что общественное пространство – это место, где формируется право горожанина на его город. Очень важно осознать тот факт, что именно в таких местах формируются очень устойчивые, очень глубокие социальные связи между людьми. Это действительно место жизни горожан между зданиями. Очень важно отметить, что общественные пространства – это свободные от транспорта, свободные от машин, зоны, это пешеходные пространства, где нет автомобилей, где абсолютно свободная пешеходная зона, и человек может прогуливаться по этим местам, не беспокоясь о каких-то рисках. Если говорить таким официальным понятийным языком, то общественное пространство – это большей частью открытые территории, где люди взаимодействуют друг с другом, общаются, чем-то занимаются. То есть на этих территориях происходит какая-то активность, связанная именно с человеком. Очень важная характеристика общественного пространства – это то, что в нем происходит. Общественное пространство – это еще один способ или возможность вернуть человека из виртуального мира в реальный мир. Мир такого физического контакта, то есть вернуть человека, оторвать его от сетевого общения, от гаджетов. И в этом смысле тенденция современная как раз говорит о том, что сейчас и происходит большой спрос на грамотное, качественное проектирование общественных пространств. Вот когда, например, архитектор-урбанист начинает проектировать какое-то общественное пространство, как правило, создает опрос горожан того или иного района или города. Да? То есть проводится социальный опрос на предмет того, а что было бы интересно горожанину вот в этом конкретном месте, на этой территории. Обязательно выявляются интересы горожан этого района. Недостаточно предоставить людям просто шаблонное проектное решение. Очень важно понять, что ему здесь не хватает, как
правильно спроектировать с учетом его интересов разных слоев населения, детей, взрослых, людей с ограниченными возможностями. Вот только после того, как архитектор соберет эти данные, начинается процесс проектирования общественного пространства. И оно действительно будет очень качественным, если вот мнения всех горожан будут учтены. Инна, вы сейчас сказали качественное общественное пространство. Какие критерии существуют для того, чтобы образовать качественное, построить качественное общественное пространство? Ну и назову основные 5 ключевых критериев оценки хорошего, качественного общественного пространства. В первую очередь по приоритетности это безопасность и доступность этого места, этой территории. Безопасность в смысле того, что она свободна от транспорта, достаточно хорошо освещено, что все элементы инженерной инфраструктуры этого места достаточно безопасны, все люки закрыты, ливневки, так сказать, правильно спроектированы и так далее. И человеку безопасно находиться в этом месте. Итак, безопасность и, конечно, доступность. Доступность с точки зрения для обычных жителей, да, с точки зрения локации. Второй ключевой критерий – это комфорт. Комфорт для всех абсолютно слоев населения. Еще раз, это должна быть территория максимально благоустроенная для всех. Она должна быть инклюзивной. Присутствие безбарьерной среды сегодня это один из важнейших факторов успешного общественного пространства. Очень важный критерий – разнообразие и многофункциональность этой территории. Что это значит? Это означает, что чем больше видов активности предоставляет это пространство, тем оно интереснее, тем оно качественнее. Допустим, одному хочется привести ребенка, чтобы он поиграл на детской площадке, другому хотелось бы посмотреть кино на открытом воздухе, например. Другому покататься на качелях. Третьему хочется послушать музыку. Выпить кофе, поесть, перекусить. И вот такая многофункциональность, конечно, делает такое общественное пространство очень высокого качества. Экологичность – еще один критерий, который бесспорно очень важен. Что он означает? Наличие достаточного количества насаждений, зеленых насаждений в этом месте, которые, конечно, позволяют сохранить и чистоту, и экологию этого места, создает теневые участки, если речь идет о каком-то субтропическом регионе. И, конечно, очень важный фактор, как ухаживаются, какой уход за этими насаждениями именно в этом общественном пространстве. И еще один критерий – это критерий идентичности. Насколько бережно в этом общественном пространстве относится к культурному наследию, если оно есть. Да. Это очень важный фактор, и он очень привлекательный с точки зрения качества этого общественного пространства. Вот, пожалуй, такие ключевые критерии можно назвать. Инна, вот вы как раз говорили о том, что зеленые насаждения, мне кажется, вот нам стоит вернуться к этому. Дело в том, что на набережной вот сейчас, в данное время, посажены только пальмы и иногда олеандры, которые, к сожалению, не дают тени. А для нас, для южного города, мне кажется, это очень важно, что мы посадим на берегу. Совершенно верно. Очень важно продумывать процесс озеленения той или иной территории, да, особенно общественного пространства. Действительно, наша, скажем, набережные, наше общественное пространство – это открытые территории. Да. Они находятся в достаточно большое количество дней в году под открытым небом.
Естественно, необходимы теневые участки. То есть перед тем, как вообще проектировать какие-то посадки, обязательно нужно думать о стратегии дальнейшей, да, роста этих насаждений. Нужны деревья с хорошей кроной, большой широкой кроной, которые позволят создавать вот такие тенистые участки, где людям будет очень уютно и комфортно. А, Это процесс, который происходит на этапе проектирования любого общественного пространства. Когда идет процесс благоустройства, конечно, в проекте закладывается вот такого рода идея, идеология, да, создания комфортного зеленого каркаса, который позволяет сохранить тень вот в таком регионе, как, например, наш. Инна, вот закрывая этот вопрос о зеленых насаждениях, я должна сказать, что роясь в документах, я все время воспоминания людей, которые посещали Абхазию и 100 лет, и 200 лет тому назад. Первое, что они выделяют, и что является фишкой нашей, это зеленое насаждение. Это пространство, в котором можно отдохнуть, которое радует глаз. Поэтому мне кажется, это очень важно, какие растения мы сажаем и на берегу, и в центре города, и так далее. Совершенно верно. Подбор ассортимента крайне необходим. Необходимо продумывать заранее, как я уже сказала. Да. Да вообще тенденция мировая заключается в том, что масштабнейшие проекты озеленения ведущих мировых городов. Например, в Париже 5 площадей, которые были абсолютно без насаждений, будут засажены зелеными насаждениями. Такова была, так сказать, новая программа озеленения Парижа. Буквально там несколько лет назад разработана, и она уже реализовывается. Набережная Сены прекрасно засажена сейчас насаждениями. Многие площади, которые, казалось бы, были абсолютно, так сказать, пустынными, да, без насаждений. Сейчас это там целые леса возникают. Это тренд, это тенденция к созданию очень устойчивого города, устойчивого к современным вот, экологическим рискам. Что делает одни пространства лучшими, а другие хуже? Знаете, я бы ответила на этот вопрос словами известного урбаниста Яна Гейла, голландского урбаниста, который разработал идеологию идеального города. Он говорил так, что в городе, идеальный город – это тот город, где каждые 5 минут можно остановиться и что-то увидеть интересное. И в этом случае он говорит, что это действительно идеальное место для человека, да, потому что оно привлекает каждые 5 минут. Заинтересовывает. Да, что-то цепляет взгляд человека. Что отличает хорошее пространство от не очень качественного пространства? Конечно, благоустроенность, конечно, наличие многообразных функций, возможностей для активности. Это и зоны тихого отдыха, это и зоны для активного отдыха, это и элементарные лавочки, которые правильно расставлены в нужных местах. Это и наличие большого количества насаждений, как мы уже говорили, зеленых зон. Это возможность просто насладиться эстетикой этого места. То есть человеку недостаточно видеть только машины. Ему нужно иногда останавливаться и что-то видеть интересное. И вот в этом смысле я наблюдала за нашими гостями, что они фотографируют, скажем, на нашей набережной. Они фотографируют наши красивейшие здания с более чем 100-летней историей. Они фотографируют какие-то красивые деревья, наши эвкалипты, наши кипарисы, олеандры. И все это их, конечно, очень привлекает. Это говорит о том, что интересует человека в этом пространстве. Это пространство качественное, оно достаточно, его можно отнести к хорошему, качественному пространству, когда всего этого достаточно в нем, да, то есть такая благоустроенная, красивая, эстетичная территория.
Инна, я предлагаю вернуться к месту, где мы с вами находимся. Набережная, которая строилась в советское время, в течение нескольких лет была выстроена вот эта берегоукрепительная стена. И мы имеем то, что имеем. Получилась 4-километровая прогулочная набережная. Вот, Инна, на ваш взгляд, что в ней очень положительного и что бы вы поменяли в набережной города Сухум? Ну, я бы отнесла нашу набережную к скорее таким очень необычным, уникальным набережным, каких в мире не так много. В чем я вижу ее особенность? В том, что вот в том сочетании природного ландшафта, культурного и исторического ландшафта. То есть как бы здесь, на нашей набережной, соприкасается природа и история. Вот они встречаются, это такой диалог, происходит диалог. Ведь наша набережная обрамлена зданиями с более чем столетней историей. Очень красивый зеленый каркас, который в свое время, начиная там, с XIX века, уже был сформирован, такой красивейший зеленый бульвар с невероятными насаждениями декоративной ценности. Это все создало очень красивую эстетику нашей набережной. Если мы вот наблюдаем, куда ни посмотри, допустим, если смотреть стоя на море, мы видим перспективу красивой морской акватории. Если мы разворачиваемся, мы видим красивую панораму города на фоне живописного горного силуэта. От такой эстетики, конечно, это есть ее особенность нашей набережной. Что хотелось бы, конечно, наша набережная нуждается в модернизации, улучшении. Хотелось бы больше подходов к морю, площадок, которые позволяют человеку приблизиться к морю. Вот мы сейчас стоим на пирсе. В принципе, сейчас пирс достаточно пустынный, Да. в силу погодных условий, а Да. обычно он заполненный. Людям нужна близость к воде, потому что это источник жизни. Города формировались именно у воды, да, как у источника жизни. И чем ближе человек имеет доступ к воде, тем улучшается его психоэмоциональное состояние. А это очень важный фактор для вообще как бы жизни в городе и жизни самого развития города. То есть больше площадок, спусков, скажем так, к морю, где можно посидеть, где можно посозерцать и просто отдохнуть душой. Конечно, наша берегоукрепительная стена требует обязательно модернизации, обновления. Во многих местах ее надо, конечно, привести в нужное состояние. Инженерную инфраструктуру обязательно необходимо обновить. Очень многие зеленые зоны нашей набережной находятся в таком депрессивном состоянии. Я имею в виду из-за отсутствия достаточно хорошего дренажа. Они подтапливаются, соответственно, корневая система деревьев гниет, ослабляет, Да. и, конечно, берег размывается, поэтому необходим очень качественный дренажная система в этих зеленых зонах. То есть это необходимо обязательно продумать. Очень хочется, чтобы набережная полностью, все входные группы на набережную были освобождены от автомобилей. Вот эти входные группы, это оси, которые ведут, транзитные оси, которые ведут на набережную. Какой-то участок этой входной группы должен быть свободен от машин, потому что это тоже общественное пространство, они тоже могут служить людям. Поэтому у нас порядка 18 таких входных групп на протяжении всей набережной. Это достаточно много. Это и много. они тоже могут быть вот такими благоустроенными общественными пространствами. Мы насчитали где-то порядка 10 подходов к морю.
Она на протяжении всей, скажем так, общей протяженности у нас набережной 6 с чем-то километров. А, 10 подходов к морю этого слишком мало, да, то есть этого недостаточно. Но надо отметить, что вот одну из таких зон, максимально приближенную к морю, была обустроена в зоне нашего памятника Махаджиров. Мы пойдем Да, туда. не доходя. Вот там уже стала заметна популярность этого места, потому что мы приблизили человека к воде. Инна, ну, мы находимся с вами в самом знаковом месте города, да, все же. Брехаловка, центр города, сердце города. И, конечно, это общественная площадка. Скажите, что, на ваш взгляд, здесь вписывается, а что не вписывается? Что бы вы преобразовали здесь? Входная группа на самую, пожалуй, красивую эстетичную часть набережной. И именно здесь мы наблюдаем такие здания, которые создавали европейский, из Сухума европейский город. Да, вот это как раз европейская часть так называемого города в стиле модерн. И, конечно, вот эта площадь, будем называть ее площадью, по форме она напоминает площадь, она очень уютная, достаточно комфортная. Если мы осмотримся, здесь все время находятся люди. Это говорит о том, что она действительно очень удобна. Здесь много лавочек. Здесь на протяжении многих лет очень уютно устроились наши шахматисты, то есть люди и преклонного возраста, и молодые люди, которые приходят сюда поиграть в нарды, поиграть в шашки, шахматы. И это говорит о том, что это место наполнено активностью, которая привлекает сюда разные слои населения. То есть это скорее плюс, чем минус. Что еще хорошо? Здесь достаточно зеленая зона. Насаждений в целом достаточно. Можно было, может быть, какие-то контрастные, яркие, цветочные элементы довнести, но здесь ландшафтные архитекторы могут лучше подсказать. Что касается того, что бы еще можно было бы, на мой взгляд, вот в этой части необходимо привести в более эстетическое такое состояние эту часть. Здесь известная кофейня, она очень востребована, популярна, причем на протяжении целого дня можно наблюдать здесь достаточно большое количество людей. Ну, необходимо чуть больше эстетики, то есть необходим новый проект вот организации этой части, на мой взгляд. Конечно, необходимо привести в порядок вот этот пирс. Он очень гармонично вписывается вот в эту площадь и как бы открывает ворота в море, да, вот эту перспективу. Его надо обязательно привести в порядок и восстановить, да, для того, чтобы люди могли полноценно пользоваться этой территорией, этой площадкой. Ну, вот у меня такое ощущение, Инна, что мы площади используем все же не постоянно, а по каким-то событиям. Как, на ваш взгляд, должны использоваться вот площадки города? Ну, если мы говорим о площади, у нас таких площадей несколько полноценных. Да, это площадь Свободы, это площадь имени Сергея Багапша, это театральная площадь и Брехаловка. И вот, собственно, Брехаловка. Да. Что интересно, площадь Свободы, как правило, это достаточно пустынная площадь. Да? Это как раз тот случай, когда говорят, что площадь используется для транзитных целей.
То есть и оно не является в этом случае общественным пространством. Потому что характеристика общественного пространства главная. Ага. В нем должно, это его повседневное использование, это первое. Жизнь людей. Второе, там должна проходить какая-то активность, Да. да, городская, горожан, то есть какое-то взаимодействие людей. Недостаточно один раз в году проводить в нем какие-то события. Оно не становится общественным пространством из-за этого одного раза. Оно должно использоваться постоянно, ежедневно. И в этом случае оно станет хорошим общественным пространством. Тогда вопрос такой, что должно быть на площади, чтобы оно стало общественным пространством? Вот расскажите нам, что должно быть на площади? Ну, перед проектированием, как правило, архитектор задается вопросом, как я уже говорила, что было бы интересно, какие группы населения живут в округе. Да? Если большое количество детей, да, если большое количество, допустим, людей с преклонного возраста, да, можно организовать несколько зон функциональных. Это зона тихого отдыха, это зона активного отдыха для более молодых, допустим. Это детские площадки для детей с их родителями, обязательно совмещенные для отдыха и родителей, да? Да. То есть такие вот комфортные детские площадки. Это обязательно должны быть какие-то места для выражения творчества. То есть какая-то сцена, допустим, где можно проводить концерты, где можно проводить мастер-классы, занятия. Площадки для самовыражения, для проведения выставок, опять же, каких-то театральных постановок. То есть вот такая многофункциональная площадь, она будет пользоваться успехом и, я уверена, будет использоваться ежедневно. Однозначно, учитывая, что мы южный город и большую часть своей жизни мы проводим на улице, под открытым небом, конечно же, наши площадки должны быть более устроены для этого, правильно? Совершенно верно. Погодные условия позволяют, да. Я, например, вижу, что в парке у Дома правительства очень часто садики, школы проводят какие-то мероприятия, но это очень редко. Если там были бы сцены постоянные, да, или какие-то места для молодежи, может быть, какая-то звуковая аппаратура для дискотек или так далее. Мы знаем, что она оживает, вот эта площадь, только перед Новым годом. А в течение всего года в какие-то памятные она даты. пустынная. Конечно, эта площадь абсолютно это неиспользуемое пространство, а мы не можем позволить себе такую территорию не использовать. Поэтому, конечно, нужен обязательно проект его активизации этой площади, да, ежедневной, повседневной, да, повседневного использования. Это возможно, потому что там достаточно комфортный прилегающий парк, и все это гармонично можно соединить в единое целое. То есть необходимо оживить эту площадь, огромную территорию, которая находится в самой центральной части города. И это увеличит и проницаемость города для и туристов, потому что они не все будут находиться на нашей набережной. Какая-то часть будет оставаться в других местах. Это, собственно, влияет и на экономику города. Да? То есть туристы будут и там, и здесь, и на набережной, и на других площадках нашего города. Ну, вот мы подходим к набережной, где была построена эта пешеходная дорога. Инна, я знаю, как жители обрадовались, когда была построена эта пешеходная тропа для любителей погулять по берегу. Это же дополнительная площадь, чтобы еще где-то прогуляться. Это было сделано вашим коллективом. Расскажите нам идею, задумку и как она была осуществлена. Да, действительно, это замечательная такая пешеходная новая зона в зоне набережной. Она была спроектирована моей организацией.
по просьбе администрации города. А, Мы все понимаем, что человеку очень нужна близость к воде, да, как мы уже говорили. А, Вот здесь, в этой зоне, как вы помните, ну, кроме замечательных сосен, не очень благоустроенная часть, скажем так, берега, она вот требовала какого-то обустройства, да, то есть человек все равно, горожане всегда спускались сюда и подходили к воде, но это не очень безопасно было. Поэтому идея вот создания такой пешеходной зоны заключалась в том, чтобы сделать ее максимально комфортной, максимально удобной. И вот обратите внимание, мы сейчас спускались по этой лесенке, даже несмотря на то, что надо спуститься, то есть приложить какие-то усилия, все равно мы наблюдаем уже здесь какое-то количество людей. В принципе, эта зона стала очень популярной только благодаря совсем простым деталям. Да. Вот этим настилам, да, дорожкам, которые позволяют прогуливаться в зоне максимально близкой к воде, среди сосен, создающих очень замечательную экологичную такую атмосферу. Да. То есть эта зона нами проектировалась в большей степени как зона тихого отдыха такой релаксации. Но, насколько вот мы помним, здесь проводятся уже мероприятия администрации города и достаточно успешно. Горожане уже успели полюбить вот это место. Пока еще нет лавочек. Я надеюсь, они появятся согласно проекту. То есть это место еще требует своей реализации дальнейшей, да, по обустройству. Но в принципе уже сейчас понятно, что это место становится одним из тоже излюбленных мест наших горожан, наших гостей. И таких мест, конечно, в зоне нашей набережной должно быть много, потому что территория позволяет создавать такие площадки. Пешеходная дорожка заканчивается вот этим полюбившимся всем мостом. Скажите нам, как эта идея у вас возникла? Ну, во-первых, хотелось соединить две части вот этой зоны с парковой частью, находящейся в зоне памятника мухаджиров. И, собственно говоря, вот этой вот тогда еще пустующей части. Да. Сделать это можно только с помощью вот такого живописного мостика. Он уже тоже полюбился нашим горожанам, потому что Это точно. стал таким объектом фотосессий. На нем очень любят фотографироваться. И он достаточно удачно соединяет обе части в единое как бы целое. Вот, собственно, идея очень простая. Мосты вообще имеют такую объединяющую силу и такую идеологию. Поэтому нам показалось, что здесь будет очень уютно и гармонично вписываться вот такого рода мостик. Инна, и вот, видимо, на этом мосту мы с вами подведем итоги нашей передачи. Все же, каким вы видите Сухум, набережную, вот в перспективе, что нам очень необходимо на первой стадии, чтобы, во-первых, сохранить, во-вторых, продолжить? Нам необходимо, конечно, сохранить вот то наследие, которое находится на нашей набережной. Да? Наследие, я имею в виду историко-культурное наследие, потому что это большая ценность, большая редкость иметь такую набережную с таким потенциалом культурным. Да? Хотелось бы, чтобы обязательно наша набережная, по крайней мере набережная Мухаджиров, была внесена полностью как ландшафт в Государственный реестр историко-культурного наследия, как это сделала в свое время администрация города Каны. Она внесла свою знаменитую набережную Круазет вот в такой единый реестр
И теперь она полностью находится под защитой государства. Да, и, естественно, накладывает определенные ограничения на различного рода строительство, изменения, модернизацию и так далее. То есть наша набережная тоже достойна такого отношения бережного. Необходимо установить ее границы, охранные зоны и внести ее в такой вот государственный реестр. На мой взгляд, конечно, набережная обязательно требует модернизации. Для этого необходимо обязательно провести анализ всей территории набережной. Необходимо активизировать ту часть, которая находится, то есть набережную Диоскуров. Это тоже одна из красивых, живописных частей нашей набережной, с великолепной парковой частью, бульваром. Ее необходимо также обновить с точки зрения благоустройства, с точки зрения как можно большого количества подходов к воде, спусков. Как я уже говорила, все входные группы необходимо освободить от автомобилистов. Нужно привести к единому стилю всю коммерческую активность, павильоны. Я думаю, наша набережная достойна такого отношения к себе. Будем надеяться, что те люди, которые строят, прислушаются к мнению урбаниста, и к мнению архитекторов, и к мнению вообще простых жителей города. Спасибо вам большое. Спасибо. Историческая часть города служит центром Сухума. В советские годы город увеличился на запад за счет прирезки сельских территорий. Вырос он и в восточном направлении. И это, в принципе, хорошо. Однако нам всем надо очень аккуратно застраивать и обживать городское пространство, чтобы каждому жителю было максимально комфортно проживать в нем.